Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, мои дорогие зрители, гости, подписчики. Как всегда, не устану вас благодарить и буду делать это постоянно. Милые, вы не представляете, сколько добра и сколько радости вы мне приносите. Благодаря вам я знаю, что мой труд, моя работа приносят пользу, они нужны, они важны. Ваши добрые комментарии мотивируют, ваши лайки греют сердце, но ваши донаты очень серьезно поддерживают меня, мой канал. Мои милые, от всего сердца, от всей души огромное вам спасибо и земной поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Что вам по судьбе на будущей неделе? Что принесут, чем порадуют и как повлияют на вашу жизнь следующие 7 дней? Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, посмотрите на песочек и загадайте на себя. Назовите свое имя, так и спросите, что мне по судьбе на будущей неделе. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками, пусть откроют нам то, что сейчас от нас скрыто, но то, о чем так сильно мы желаем узнать. Ага, интересно, будет много дорог и будет очень много вестей. Вы посмотрите, птички с одной стороны и с другой стороны. Очень много новостей. И, кстати, может быть даже так, что новости будут противоречивые, либо информация будет противоречивая. Да, утром типа все хорошо, а к вечеру уже все кардинально поменялось, и то, что было хорошо, окрасилось в какие-то темные тона. Значит, милые, не паникуйте, знайте, что эта ситуация не одного дня. У вас на протяжении всей недели будут приходить новости, сообщения, какая-то информация, утечки, слухи, сплетни. Даже, может быть, действительно какие-то будут документы опубликованы, даже официально опубликованы. Но поверьте, эта неделя достаточно сумасшедшая. Вот как-то очень резко и быстро будет все меняться. Причем даже будет такой момент, что вы будете не успевать за всеми этими новостями. Чтобы лишнего не брать себе в голову, да, и не страдать паническими атаками, либо какими-то стрессами, либо там не надумать себе каких-то негативных программ, пожалуйста, немножечко сбавьте обороты в получении информации. Пусть она туда-сюда циркулирует. Все равно то, что важно для вас, от вас не уйдет. Вы все равно об этом узнаете, вы все равно это получите. Но вот это напряжение, которое вот эти новости, информация будет создавать вокруг вас в социуме, ну, достаточно, знаете, такое, она электризованная будет, да, и может даже в какой-то момент больно ударить током. Поэтому немножко постарайтесь абстрагироваться от этих всех новостей, там, от телевизоров, от, я не знаю, там, интернет-носителей. Лучше помедитируйте, лучше, может быть, там посидите со своим ребенком, внуком, почитайте какую-нибудь интересную детскую книжку, сказку. Может быть, почистите свой дом, либо себя, свое сознание. Вам нужно, наоборот, успокаиваться, релаксировать и понимать, что мир сходит с ума. Это нормально, такие процессы иногда происходят, но все скоро успокоится, устаканится, и конец недели вы встретите с хорошими, добрыми новостями. Здесь, знаете, такое впечатление, что будущее открывается людям. Какую-то, ну, такую сложную ситуацию человечество преодолеет. Очень, кстати, интересные события. Только вот дождитесь окончательного решения, либо каких-то вот окончательно проверенных новостей. Вот, не паникуйте, не надо тут готовиться к чему-то там страшному, все будет хорошо, паниковать не надо.
Так, мои дорогие, вам еще много дорог выходит. Дороги будут разного характера. Здесь будут и встречи, и какие-то посещения мест, какая-то закупка товаров, может быть, еды, провианта, да, какого-то, может быть, готовиться вы к чему-то будете, к чему-то мероприятию, либо сами вы будете участником боевых действий, да, вот в плане того, что гостей будете встречать. В любом случае, придется побегать. Вот такая идет неделька, что придется побегать, придется быть вот в заботах, в делах. Кстати, обратите внимание на деньги, на подсчет ваших денег и собирайте чеки, либо проверяйте чеки, да, потому что вот люди какие-то замороченные, да, все вот на этих новостях, все что-то обсуждают, там продавщицы в магазине, там, может быть, там сотрудники в банке, да, вот у всех какая-то замороченная голова. Поэтому люди могут совершать ошибки. Это не будет специально, либо это не будет направлено против вас, просто машинальные ошибки по невнимательности, либо действительно по какой-то забубенности. Поэтому проверяйте. Проверяйте, чтобы вас случайно кто-то где-то не обсчитал, да, либо вам, может быть, там по более высокой цене случайно что-то там не посчитали и не продали. Будьте аккуратны, будьте бдительны и считайте свои денежки. Вот, это важно. По поводу денежек. Денежки у вас, на все основное, я вижу, будут. Плюс в конце недели какая-то идет прибыль. Может быть, она не будет там супер аховая, но тем не менее будет достаточно приятно. Это будет, как хорошее пополнение вашего бюджета. Может, кстати, отыграться, как любимый человек денежку вам выдаст. Может быть, какая-то премия. Может быть, какая-то выплата вам положенная. А может быть, даже и какой-то возврат. Человек вернет вам долг какой-то, да, тоже может быть. Так, еще важный момент связан с людьми, но я не могу сказать точно, это либо соседи, либо это коллеги. Кому-то, возможно, потребуется помощь, причем помощь какая-то экстренная, да. Люди будут говорить, люди будут собирать денежки, да, чтобы помочь. Значит, что я хочу вам сказать? Вот вы как особо ответственный человек, которому доверяют практически, я так понимаю, даже там 101% вашего окружения, в вас люди уверены, в вашей честности, в вашей справедливости и в вашем усердии. Вас могут попросить либо собирать эти деньги, либо что-то на эти деньги, там, например, приобретать. Значит, милые, это не та ситуация, где вы должны участвовать. Я знаю, что вы добрый человек, и что вы всегда готовы помочь, и вы всегда впереди колонны идете, но в этой ситуации лучше не надо. Понимаете, вот может что-то такое произойти, да, что на вас тень упадет. И, может быть, люди потом и разберутся, да, что это всего лишь была ошибка. Но вы в этой ситуации можете травмироваться, потому что вы очень чувствительный человек. И для вас, да, что кто-то усомнился в моей честности и порядочности, для вас это просто какая-то нереальная рана, которая очень долго будет заживать. Поэтому лучше не надо. Если можете помочь, помогите. Но участвовать в этом, вот прям когда на себя брать какие-то обязанности, нет. Эту ситуацию лучше пропустите. Будут еще ситуации, где вы можете показать все свои человеческие качества, но это будет немножечко попозже. Вот этот раз, лучше пропустите. Так, в семье, в доме. Не исключено, что ваш партнер может себя плохо почувствовать, потому что вот она, ваша семья, видите, такая тыковка, да? Вы вроде у меня красивая, стабильная, большая, а ваш партнер, видите, такой маленький вышел. Маленький и слабенький. Это может говорить о том, что человек может столкнуться с какими-то вопросами, может быть, нужна будет помощь, участие ваше, подсказки ваши, а может быть, человек приболеет, и вам придется ухаживать за этим человеком, лечить, помогать, да, я так понимаю, что вы очень заботливая девушка, заботливая женщина, либо наоборот, да, если смотрит меня мужчина, очень заботливый человек, с вашими-то усилиями человек очень быстро пойдет, ваш любимый, на поправку. Так, если какие-то проблемы у него в жизни, да, либо у нее в жизни, то виноват кто-то за спиной. То есть за спиной это обычно наши либо какие-то родственники, либо самые близкие друзья. То есть в этой ситуации виноват именно тот человек. Вот чтобы вы понимали. Я думаю, вы сами без моих подсказок разберетесь, кто там виноват и кто что сделал не так. Значит, возможны даже какие-то финансовые
вопросы, да, тут какие-то могут быть споры финансовые, но это, опять же, я говорю про вашего партнера. Здесь очень важно вам, во-первых, верить в своего человека, а во-вторых, его поддерживать, а в-третьих, если надо, вступиться за вашего любимого человека. Я вижу, что вы можете, я вижу, что у вас получится, поэтому не бойтесь. Так, смотрите, еще момент. Здесь какой-то очень высокопоставленный человек, очень такой, знаете, волевой, мощный, власть имущий, да, достаточно может как-то вот, ну, некультурно поступить, да, либо воспользоваться своей властью. И вот смотрите, он такой огромный, а вы такая маленькая, да, фигурка, человечек такой маленький. Но что я хочу вам сказать? Помните историю про Давида и Голиафа? Рост не имеет значения, да, еще знаете, как говорят, чем больше шкаф, тем громче он падает. Я вижу, что вы этого человека не испугаетесь, я вижу, что вы вот с таким металлом в глазах на него посмотрите, что человеку станет не по себе. Вам удастся переломить эту ситуацию, вам нечего здесь бояться. Вот запомните мои слова. Если вы опустите взгляд, если вы весь так, ну, скукожитесь, закроетесь, там, сгорбитесь, ну, считайте, что дело пропало. Здесь очень важно будет не сражаться, а показать готовность сразиться, да, что я не пустое место, позвольте, я ведь тоже человек, и я налогоплательщик, да, почему я должна тут перед вами стоять, там, как кленовый листочек трястись? На каком основании? Ну, я все делаю правильно, я гражданин, который знает свои права, который не позволит никакому там супер разъевшемуся высокопоставленному лицу, да, над собой тут изгаляться. Все, вопрос будет решен. Мало того, вы больше в жизни никогда не встретите именно в этом вопросе, либо в этом деле препятствий. Знаете, что эта победа у вас идет пожизненная. Вот так вот, мои дорогие. Так, кто у меня занимается делами, бизнесом, либо вот какая-то работа с людьми какая-то происходит, да? То же самое. Будьте внимательны со всеми документами, всеми документами, будь то действительно какие-то мелкие там справки, документы, накладные, заканчивая договорами, заканчивая какими-то, может быть, расписками и теми же, опять же, деньгами, да? Потому что большой риск того, что люди могут ошибаться. Не вы, но другие. Да? А вы, например, знаете этого человека, да, ваш постоянный поставщик, либо ваш постоянный клиент. Вы знаете, что человек всегда все делал четко и ясно. А вот в этот день, ну, какая-то вот тьма найдет на его голову, да, и человек просто, ну, машинально ошибется. А вы не проверите, да, а потом вот это все всплывет, и у вас же будут проблемы. Поэтому все лучше на месте проверять. Это нормально, это не вопрос доверия, а это вопрос правильности выполнения своей, например, работы, своей должности, либо ведения бизнеса. Будьте аккуратны. То же самое могут вас беспокоить с каких-то учреждений, что-то где-то терять, вас просить, чтобы вы там где-то что-то дублировали, отправляли, пересылали. Ну, в общем, такое, знаете, голову будут морочить. Но это можно пережить, это не смертельно. Здесь ничего фатального у вас я не вижу. Так, мои дорогие девочки, здесь какой-то наглец, по-другому и не скажешь. Мужчина будет к вам приставать. Вот я вас честно предупреждаю. Мужчина пристает к женщине. Пристает он к ней, потому что кровь кипит, бурлит, он уже не может сдержаться, понимаете? Вот такой вот мужчина. Значит, ну, я так понимаю, что мужчина этот вам хорошо знакомый, возможно, вы уже как-то с ним там флиртовали, когда вы общались, и он, значит, от вас вот этот сигнал считал, что вы готовы к отношениям. Если это не так, просто в лоб ему говорите: слушай, дружочек, иди-ка ты, ну, знаете, да, куда отправить, куда послать. И все. Но если этот мужчинка вам нравится, все прекрасно, у вас все случилось, все сложилось, он уже без вас вот просто не может, его просто трясет, как хочется с вами пообщаться, причем, ну, вот прям всего хочется, понимаете, всего и сразу. И это не только про интим, это и про близость, и про общение, и про узнать друг друга получше. Так что, девочки, здесь у кого-то начнутся очень приятные и романтические отношения.
Так, а мне очень нравится, что у вас выходит ваза. Вот такая вот ваза хорошая. Во-первых, ваза — это про дом, про семью, это про наполненность жизни. Выходные будут какие-то особенно хорошие. Очень хорошее настроение, очень хорошее состояние. И даже если кто-то из вас немножечко почувствует недомогание, либо какую-то усталость, вот выходные вот прям как рукой все снимут. Хорошее настроение, позитивное, открытое какое-то мышление, радости очень много, какие-то, может быть, не знаю, какие-то веселые разговоры идут, смех у вас идет. Очень хорошо будете проводить время. Мои дорогие, неделька интересная, немножечко сумасшедшая. Берегите себя, не доверяйте вот вслепую, да, даже если вы хорошо человека знаете, все перепроверяйте, все у вас будет хорошо. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.